Здравствуйте. Предлагаем вашему вниманию брифинг на тему противодействия коронавирусу. Замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина озвучит актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в Якутии на 1 декабря. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Расскажите, пожалуйста, об ситуации в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На 1 декабря 2020 года на территории республики, это по данным Управления Роспотребнадзора, зафиксировано 216 новых случаев коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что в столице нашей республики, в городе Якутске, зарегистрировано 114 случаев. Большое количество случаев зарегистрировано до 10 случаев в Мирнинском и Нюрингринских районах. Также необходимо обратить внимание на достаточно высокий уровень зарегистрированных случаев в Алданском, Чурапчинском, Нюрбинском и Оленегских районах. А работа по Оленегскому району продолжается по одному из отдаленных населенных пунктов. По Нюрбинскому району это семейные контакты, по Чурапчинскому району это также семейные контакты, по Мирному, Нерингру и Алданскому району в большинстве это контакты, которые связаны с корпоративными встречами людей, и соответствующие меры относительно руководителей, допустившие подобного рода ситуации, будут приняты Министерством труда Республики Саха-Якутия. От 1 до 5 случаев зарегистрированы еще в 19 районах республики. Необходимо обратить внимание, что за последние сутки лабораториями республики сделано 1764 исследования на коронавирусную инфекцию. Это те исследования, которые производятся методом ПЦР. На настоящий момент также коронавирус выявляется на территории республики, особенно в арктических районах, методами ИХА и ИФА, что, соответственно, позволяет нам на настоящий момент и в том числе достигать и более быструю постановку подтверждения диагноза по новой коронавирусной инфекции. Говоря сегодня о ситуации, сложившейся на настоящий момент, необходимо обратить внимание, опять же, на тот факт, что главное сегодня для всех граждан республики является соблюдение тех правил, которые установлены указом главы Республики Саха-Якутия, как связанные с самоизоляцией, так и с ограничениями, которые вызваны режимом повышенной готовности. На настоящий момент перед органами медицинскими, перед медицинскими учреждениями поставлена задача подготовка к вакцинации от коронавируса, которая будет проведена, планируется ее проведение в декабре месяце. И, соответственно, по этой вакцинации, как мы уже и говорили, первоначально эта вакцинация будет добровольной. Первоначально будет проведена она среди групп риска. Это медицинских работников, органов социальной защиты, работников органов социальной защиты и граждан из групп риска в зависимости от логистики поставки, в том числе и от объемов поставки вакцин на территорию республики. Так же, как и вся страна, мы готовимся в том числе все к встрече и Нового года, и к проведению ряда праздников. Поэтому необходимо четко уже сегодня отслеживать и определять и сверять свои планы, исходя из режима повышенной готовности. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба о текущей эпидобстановке в регионе, а мы переходим к другим новостям. Мораторий на проверки малого бизнеса правительство России продлевает до конца следующего года. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил накануне. Именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции. В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача продолжить их поддержку, подчеркнул глава правительства. Мишустин также отметил, что утвержденный перечень современных технологий СПИК 2.0, при разработке или внедрении которых компании смогут заключать с государством специальный инвестиционный контракт, что гарантирует инвесторам выгодные условия для вложений. Кроме того, по его словам, будет упрощен процесс лицензирования отдельных видов деятельности. Для них с 1 января 2021 года внедряется так называемая реестровая модель предоставления государственных услуг с полным отказом от бумажного носителя. Лицензии будут выдавать в электронном виде, и главное, вся информация о них будет открыта и общедоступна.
Новый порядок относится к лицензированию медицинской, фармацевтической деятельности, производству лекарственных средств, медицинской техники и ее сервисному обслуживанию. Получение необходимых документов займет меньше времени, чем это было раньше, а сам процесс станет максимально прозрачным. Бесконтактные дезинфекторы для рук получат поликлиники Якутска. Новые современные аппараты «Биоточка» будут установлены в поликлиниках и медцентре города. Сегодня ценный подарок передали медработникам поликлиники номер 3. Данный дезинфектор разработан с учетом требований интенсивного использования. В отличие от бытовых устройств, аппарат изготовлен из нержавеющей стали, что делает его устойчивым к коррозии. С установленной тарой для дезинфицирующей жидкости объемом 5 литров аппарат может обработать более 5000 человек от одной заправки. В период пандемии многие люди, многие организации сплотились и хотят как-то посодействовать, помочь врачам, хотят посодействовать медработникам и людям, которые посещают медицинские учреждения, и в том числе члены партии «Единая Россия», которые на добровольные взносы приобрели 4 единицы напольных санитайзеров. И мы надеемся, что этот небольшой вклад, он хоть немного поможет посетителям больниц и поликлиник для обеспечения их безопасности. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. В Якутске в торгово-развлекательном центре Туймада проходит ежегодное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Впервые в республике волонтеры, медики совместно со СПИД-центром берут анализы неинвазивным методом, то есть наличие инфекции проверяют через рот. Результаты известны уже через 15 минут. Акция началась в 10 утра и продолжится до 16 часов вечера. Желающие могут прийти и сдать анализ бесплатно. По данным Центра СПИД республики, за текущий год в Якутии выявили 148 ВИЧ-инфицированных. Из них 65% заразились половым путем. Мы ежегодно, каждый раз в год кровь сдавали, и сейчас у нас впервые в других регионах давно практикуется без крови, неинвазивная практика, а у нас с этого года решили тоже попробовать у себя в регионе. И впервые ребята открывают. Фермы Алекминского района уже 2 месяца находятся на зимовке. В компании «Кладовая Алек» мы уверены, кормов достаточно, зимовка должна пройти успешно. Как чувствуют себя буренки этой зимой? Материал Елены Фаст. С 1 октября фермы «Кладовой Алек» мы вышли на зимовку. За 2 месяца результаты радуют. Сказывается хорошая подготовка летнего сезона. Рацион у буренок богатый. 12 килограмм на одну фуражную корову сена, 14 килограмм сенажа, 4 килограмма комбикорма. По итогам 2020 года план выполняется. При плане 554 тонны надоили 614. На одну фуражную корову по предприятию, по ферме вышло 3 тонны 105 килограмм на одну фуражную корову. В этом году вели 50% нетелей, обновили дойное стадо. Отел этого года тоже порадовал – 204 головы. Будущий отел у нас запланирован ранний, это начнется уже с января месяца. У нас почти половина стада отелится, это январь-февраль. И вели нынче нетелей 50%, обновили дойное стадо. Залог большого и качественного молока – корма. Недаром говорят, у коровы молоко на языке. Кормами мы запасены полностью, даже не скажу, что на 100% больше. У нас, перевыполнение плана по силосу, по сенажу, по сену у нас план. В принципе, кормами обеспечены. Что касается комбикормов, у нас очень помог агрохолдинг. За счет агрохолдинга мы запаслись комбикормом порядка 500 тонн. То есть у нас, в принципе, по кормам на зимний период мы полностью обеспечены. Ремонт у нас все проведены, весь скот стоит на фермах, то есть все работают. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Внесение изменений в закон о бюджете Якутии сегодня рассматривает Госсобрание ЛТУМЭН. В 22-й внеочередной сессии парламента принимает участие глава региона Исан Николаев. И как нам только что стало известно, народные депутаты в окончательном чтении приняли законопроект, связанный с внесением изменений в закон о госбюджете республики на этот год.
Также принят проект закона о бюджете 2021 года и на плановый период 2022 и 2023 годов. Кроме того, будет рассмотрен законопроект о внесении изменения в статью закона Республики Саха об установлении величины прожиточного минимума пенсионера и социальной доплаты к пенсии на 2021 год. Свой 4-й день рождения отметила белая медведица из Якутии, 3 из которых Арчана провела в зоопарке Санкт-Петербурга. 5 декабря, в День белых медведей, арчане привезут новые игрушки. Айсена Бурнушова расскажет о буднях белой красавицы. Арчана эффектно выходит из своей берлоги. За 3 года проживания в ленинградском зоопарке медведица заметно подросла. Вытянутая мордочка, длинная шея и огромные подошвы ног. Весит Арчана около 500 килограммов. Но несмотря на такие габариты, она по-прежнему с детским любопытством рассматривает свои игрушки и плюхается в воду. Она кушает очень хорошо. Сейчас мы наблюдаем ее в период, когда у них аппетит падает. Это нормально для белых медведей. Если бы вы видели летом, она тут эту рыбу ловила на лету буквально и сразу все съедала. Форель, кита, горбуша. Арчана с удовольствием поедает красную рыбку. Также медведица лакомится свеклой и морковью. Арчане уже 4, и вместе с внешними данными у нее изменились и повадки, появились новые привычки. Приехала к нам, умея уже держать в лапах игрушки и кидать их. А попав вот в этот бассейн, она поняла, что можно развлечься, закидывая игрушки к стеклу. И если раньше она закидывала их к тому стеклу, которое такое низкое, то теперь у нее цель попасть повыше. 5 декабря, в День белых медведей, запас игрушек Арчаны пополнится. Ей планируют подарить новые мячи. Также вместе с бабушкой Усладой, которая живет в соседнем вольере, они полакомятся тортами. Напомним, что Арчана родилась в Ортодайду. В 2017 году переехала в Ленинградский зоопарк. В новом вольере она живет с прошлого года. В ее медвежьих хоромах берлога, большой бассейн и площадка для игр. Айсена Бурнушова, Джур Березкин, Санкт-Петербург. Трансляцию зажжения первой елки России сегодня покажут телеканалы НВК Саха и Якутия-24. Прямой эфир начнется в 15:30 по якутскому времени. Трансляция будет доступна на сайтах nvk-online.ru и як24.ru, а также на страницах наших соцсетей. В этот день елки зажгутся во всех районах Якутии и будет дан старт предстоящим новогодним мероприятиям. Эстафету вслед за республикой примут другие регионы страны. Зажжение новогоднего символа на площади Ленина в Якутске ежегодно проходит в рамках всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». На этом наш выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.